Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие зрители. В нашей прошлой программе мы говорили с вами о бракосочетании в исламе. Но, как известно, наша религия хоть и не одобряет, но и не исключает возможность развода. О том, каким образом осуществляется развод в исламе, в каких случаях он считается действительным, на эти и другие интересующие нас вопросы ответит сегодня нам преподаватель исламских наук Айдар Ходжа Исмаилов. Ассаляму алейкум, Айдар Ходжа, хош келдіңіз. Айдар Ходжа, расскажите, пожалуйста, как осуществляется развод в исламе? Ну, во-первых, следует сразу отметить то, что развод является как бы общественной необходимостью, по крайней мере в исламе это воспринимается так. То есть для того, чтобы решать некоторые проблемы, развод в исламе воспринимается как последняя мера, к которой люди могут прибегнуть, чтобы далее не усугублять свои взаимоотношения и не мучить друг друга. Конечно же, как и вами было отмечено, это не то, что, скажем, нравится Всевышнему. Именно так говорится в хадисе, что это является халял, то есть дозволено, но Всевышний это не одобряет, кроме как в каких-то крайних случаях. Ислам – религия для того, чтобы упорядочить взаимоотношения между людьми. И в данном случае тоже устанавливается определенный порядок. То есть в исламской философии основная мысль такая, что все должно происходить по-человечески. То есть, если говорить простым языком. То есть, люди должны и сходиться, как положено, по-человечески. Это, с точки зрения ислама, это никях. И если люди уже считают, что они не могут быть дальше вместе, то они тоже должны разойтись по-человечески. Это значит, соблюдая определенные нормы. То есть, я всегда говорю, что не право развода принадлежит мужчине, а ответственность за развод шариат, то есть ислам, возлагает на мужские плечи, потому что это действительно будет продолжаться, скажем, семья или нет. И эту ответственность Аллах возложил на мужчину, и вот он, если решает воспользоваться этим или как бы взаимно муж и жена пришли к такому выводу, что дальше уже никак, то мужчина дает развод, и выжидается определенное время, примерно это около 3 месяцев, в зависимости от ситуации, то есть положения бывают разные, вот, и потом люди расходятся и продолжают жизнь, кто как считает нужным. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-либо обязательства у супругов друг перед другом после развода? Если мужчина, согласно ислама, дает развод своей жене, то это не означает, что отношения у них уже разорваны. Они продолжают оставаться мужем и женой до окончания бракоразводного процесса. Но ислам, установив определенный процесс, дает им шанс помириться. То есть, может, они одумаются, может, пожалеют и решат не разводиться. Поэтому вот эти несколько месяцев примерно жена живет еще в доме мужа, и они остаются мужем и женой, и это им еще шанс подумать. Во время вот этого срока, мы называем его в исламе иддет, там у них обязательства сохраняются, то есть муж должен жену обеспечивать. Если мужчина в это время умирает, не дай Аллах, то, так как она его жена, она является наследницей. Айдар Ходжа, скажите, пожалуйста, возможен ли в исламе развод по инициативе жены? Если да, то в каких случаях? В семейной жизни могут быть различные ситуации. Например, муж может не выполнять свои обязанности по отношению к жене, и ее права могут попираться таким образом. Она может инициировать развод. Например, он может не обеспечивать жену должным образом, хотя должен это делать, может содержать ее в ненадлежащих условиях, может не выполнить условия брачного контракта, которые были оговорены во время совершения никяха, может не выполнять свои супружеские обязанности. Это все является причинами для того, чтобы жена могла инициировать развод. Также не допускается, например, рукоприкладство. Если такое происходит, жена тоже может инициировать развод. Кроме того, жена может потребовать одно из прав развода во время заключения бракосочетания себе. То есть вот такой момент тоже оговаривается, это является правом женщины. Вот. И тогда уже женщина, конечно, не требует развода, она сама разводится просто с мужем. То есть вот такие нюансы в исламском праве тоже присутствуют.
Ну а в нашей сегодняшней рубрике «Этикет и здоровье по сунне» мы поделимся с вами некоторыми рекомендациями пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, при выборе супругов. Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Женитесь и растите детей, ибо в судный день я буду гордиться вашей многочисленностью перед другими общинами». Самая большая цель брака – это защита. Когда ты вступаешь в брак, то хранишь свое целомудрие и целомудрие мусульман. По сравнению с другими целями, эта цель самая большая и важная, поскольку она улучшает уму и отдаляет большие беды, на которые жалуется мусульманское общество. Одним из самых важных аспектов женитьбы, от которого зависит вечное счастье человека, считается выбор спутника жизни. Этот выбор очень серьезен для каждого молодого человека. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, дал ценные советы, указания по этому поводу. Обратите на них внимание. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «На женщине женятся из-за 4 причин: имущества, знатности, красоты и религии. Ищите же ту, которая является религиозной, и будет в этом благодать». Мужчина иногда женится из-за красоты девушки, а красота уходит. Женится из-за ее знатности, но и знатность может уйти, и девушка даже может оказаться в приниженном положении. Женится из-за имущества, а потом и сам, и его супруга могут стать нуждающимися. Однако в религиозности заключается берекет для человека. Как-то раз пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Остерегайтесь зеленого дерева, выросшего на навозе». «А как это, о посланник Аллаха?» – спросили сподвижники. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Это красивая девушка, которую плохо воспитали». Другой момент, относящийся к девушке, это ее выбор будущего супруга. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда к вам придет человек, чьей религиозностью и нравом вы довольны, то выдавайте за него ваших дочерей. Если он религиозный, благонравный, верный, не нарушает права женщины, боится Аллаха в отношении женщины, то выходите за него замуж». Ведь пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал об этом очень важные слова, к которым каждый должен прислушаться. Если вы так не сделаете, то появится большая смута на земле. Люди обязательно должны знать, что дочь не продают, и если даже оценивать дочь, то никакое имущество этого мира не сравнится с нею. Счастье не заключается в деньгах. Счастье для родителей, когда этот мужчина уважает их дочь, почитает ее и проявляет о ней заботу. Проводить свадьбу является сунной. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, во время каждой женитьбы делал угощения по мере своих возможностей. Приглашал своих сподвижников, иногда зарезав одного барана, иногда и больше. А когда не было возможности зарезать даже одного барана, угощал пшеницей и финиками. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, нам сказал: «Никах – это моя сунна. Кто отказался от моей сунны, тот не из моей общины». Аллаху Allah, صل على طه الأمين, Allahu Allah, في كل وقت وحين, Allahu. Ну а мы продолжаем. Я напоминаю, тема сегодняшней нашей программы – развод. И в гостях у нас Айдар Ходжа Исмаилов. Подскажите, пожалуйста, каким образом по инициативе жены развод осуществляется? Она должна куда-то обратиться, либо достаточно каких-то слов? Она может обратиться с этим вопросом к мужу. Если не получается решить этот вопрос, тогда избирается уважаемый человек со стороны жены и уважаемый, знающий человек со стороны мужа. Эти два человека выступают в роли третейских судей, они собираются, садят мужа и жену, заслушивают проблему, предлагают варианты решения, и если не получается примирить их, то они могут вынести решение о расторжении никях. Айдар Ходжа, если в браке есть дети, скажите, пожалуйста, как правильно по исламу решить, с кем этим детям жить? До 10 лет дети остаются с матерью, а отец должен материально их обеспечивать, ну то есть то, что называется алиментами, да, в наше время. После 10 лет предоставляется решать уже детям. Айдар Ходжа, если все-таки после развода супруги решили жить вместе, как им следует поступить? Что нужно для этого сделать? Семья – это очень серьезный институт. И как бы легкомысленно разводиться и сходиться
неограниченное количество раз недопустимо. Из-за того, что ислам придает очень большое значение семье, а также охраняя права женщины, чтобы мужчина не игрался ею, как бы давая развод и возвращая обратно, ислам ограничивает это. В доисламское время разводы не были ограничены. Если они решили опять построить взаимоотношения, значит, как два свободных человека, опять они садятся, договариваются, совершают никах. А если этот развод был неоднократным? Если этот развод происходил дважды, то шанс есть опять. И если развод уже был третий, то, конечно, сойти здесь будет очень сложно. Есть такая процедура в исламе, как женщина должна выйти замуж уже за другого мужчину, пожить с ним в полноценных семейных отношениях. И только если она разведется уже, то потом она выйти замуж за первого мужа может. Айдар-джан, наверняка в Духовное управление мусульман Крыма обращаются семейные пары, которые находятся в бракоразводном процессе. Скажите, пожалуйста, по какой причине вот крымские мусульмане чаще всего разводятся? Несовместимость характеров – это, наверное, на первом месте. Потом какие-то присутствуют также плохие привычки у людей, как то выпивка, например, и так далее. Это тоже является проблемой, которая разрушает институт семьи. К сожалению, это имеет место быть, несмотря на то, что в исламе это является запретным харамом. Третье, я, наверное, сказал бы, оговорил бы такой момент, как вмешательство других людей. Это, во-первых, родители иногда неадекватно себя ведут, они вмешиваются в жизнь, необоснованно вмешиваются, то есть родители должны помогать. Айдар-джан, опираясь на ваши религиозные знания, какие рекомендации вы бы дали семейным парам, либо людям, которые только решили пожениться? Выбрать человека по душе, именно не по материальным ценностям, а по душе, чтобы максимально было сходство, соответствие. И второе, наверное, нужно жениться или выходить замуж и не бояться материальных проблем. Если говорить о разводе, то не горячиться, во-первых, и всегда все лишний раз взвесить, обдумать и не рубить с плеча. Айдар-джан, чох сау за интересную беседу. Спасибо, что нас снова посетили. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум салям. Всегда салам. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: самым ненавистным из дозволенного для Аллаха является развод. Берегите свои семьи. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.